действительно виновны или насильно заставили. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как по телевидению Таджикистана распространяются материалы, которые вызывают много вопросов. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Журналист и активист гражданского общества ГБАО Ульфат Ханим Маматшоева и ее бывший муж генерал Халбаш Халбашов, находящиеся под арестом, заявили 24 мая в эфире государственного телевидения, что они причастны к беспорядкам в Хароге и Рушане. Десятки человек были убиты и ранены, более 100 человек были задержаны с 16 по 18 мая во время митингов и антитеррористической операции. В видео также говорилось о причастности к событиям одной из западных стран, однако конкретное название страны не приводилось. Хотя Халбашов заявил, что на него не было оказано никакого давления, однако неизвестно, при каких обстоятельствах было записано его видеообращение. 24 мая государственный канал Таджикистон дважды продемонстрировал документальный фильм про события ГБАО. Ранее Ульфат Ханим Маматшоева отрицала свою причастность к беспорядкам в Бадахшане. Авторы фильма утверждают, что 26 марта Маматбакиров, Халбаш Халбашов, Ульфат Ханим Маматшоева в Хароге и Алим Шерзамонов, бежавшие в Европу, спланировали массовые беспорядки, произошедшие в мае в Хароге и в Рушане. Маматшоева и Халбашов в видеообращении заявили, что Маматбакиров отвечал за организацию акций протеста в Хароге, а Халбашов в Рушане. Как вы относитесь к такому фильму? Как вы думаете, это правда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Алим Шерзамонов, заместитель председателя Национального альянса, запрещенного в Таджикистане, вечером 24 мая сказал, что такой встречи не было. Тот, кто знал Маматбакира неделю или хотя бы 3 дня, знает, что он никогда бы не принял участие на таком собрании. Халбаш Халбашов человек отважный, его вынудили оклеветать самого себя, добавил он. Авторы фильма также утверждают, что Алим Шерзамонов направил в общей сложности $13 тысяч на организацию беспорядков в Хароге и Рушане. Из этой суммы 7 тысяч было передано в Харог и 6 тысяч в Рушан. Однако не было сказано, каким образом эти деньги были переведены из-за границы и как получены. Шерзамонов говорит, что он является политическим беженцем в Европе и что у него нет таких денег. Кроме того, отправить такую сумму денег также проблема. В Европе тоже спрашивают источники денежных средств. Я на гособеспечении здесь. Мы с Маматбакиром как братья были. Но если бы у меня были деньги, и я бы отправил бы их от имени организации, не имеющей никакого отношения к Бадахшану, то он бы ни копейки не взял. То есть ни копейки бы не взял от Национального альянса. Маматбакиров, один из неформальных лидеров Бадахшана, был убит 22 мая при загадочных обстоятельствах в Хароге. Близкие к нему люди говорят, что к этому причастны власти, но в МВД заявляют, что он был убит в ходе внутренних разборок криминальных групп. Ульфат Ханим Маматшоева и Халбаш Халбашов, задержанные 18 мая, в фильме заявляют, что сожалеют о случившихся событиях и приносят извинения жителям Харога, Рушана и Рошт-Калы. Однако неизвестно, когда и при каких обстоятельствах были записаны эти показания. Авторы фильма также обвинили Маматшоеву в сотрудничестве с подозрительными иностранными организациями и в предоставлении информации иностранным спецслужбам. Они при этом показывали в фильме 2 сотрудников одного из западных посольств, но при этом не указывая никаких подробностей. Ульфат Ханим Маматшоевой 65 лет. Она правозащитница и журналист, окончила факультет таджикского языка и литературы Таджикского национального университета. Работала на телевидении и радио ГБАО, основатель правозащитного НПО Номус Ва Инсоф. С 2003 по 2014 год преподавала в Таджикско-Российском славянском университете. В 1990-х годах была членом сил самообороны Бадахшана. Как вы думаете, такой человек похож на террориста, чтобы его задерживать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!